Талибан доведет численность своей армии до 200 тысяч человек. В июне планируются проверки иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации с нарушением режима пребывания. Иностранцев, участвующих в госпрограмме по переселению в Российскую Федерацию, обяжут подтверждать знание русского языка. Лукашенко предложил формат перемирия в Украине. Численность вооруженных сил Афганистана, подчиняющихся радикальному движению Талибана, будет доведена до 200 тысяч человек. Об этом заявил начальник штаба армии талибов Кари Фасихуддин Фитрат, сообщил телеканал Толо Ньюс. Мы решили увеличить численность армии в следующем году со 150 тысяч до 170 тысяч и постепенно довести до 200 тысяч военнослужащих, сказал он. На момент захвата власти в Афганистане в середине августа 2021 года численность боевиков Талибана оценивалась в 100 тысяч человек. В феврале 2022 года представители Талибана объявили о намерении довести численность своих вооруженных сил до 150 тысяч человек. Отметим, что по данным проекта Global Firepower Index на 2020 год армия Узбекистана насчитывает 50 тысяч военнослужащих, Казахстана – 132 тысячи, Туркменистана – 22 тысячи, Таджикистана – 9 тысяч и Кыргызстана – 11 тысяч человек. Таким образом, численность армии талибов уже больше любой из армий стран Центральной Азии. К настоящему времени Талибан удалось создать даже собственные военно-воздушные силы, которых у них не было на протяжении 20 лет, пока они вели партизанскую войну против афганского правительства и иностранных войск, размещенных в Афганистане. Эти ВВС насчитывают десятки единиц авиатехники, которые уже используются в боевых действиях против вооруженных группировок противника. 29 марта состоялась рабочая встреча начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Казаковой с представителями дипломатических миссий стран СНГ. В рамках мероприятия обсуждены вопросы пребывания иностранных граждан на территории России. Представителями ГУВД МВД Российской Федерации акцентировано внимание на необходимость четкого и неукоснительного соблюдения иностранных гражданами законодательства Российской Федерации во избежание негативных последствий. В ходе встречи Казакова проинформировала о предстоящих проверочных мероприятиях, запланированных к проведению правоохранительными органами России в июне 2023 года в отношении иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации с нарушением режима пребывания. По итогам встречи участниками была выражена заинтересованность в дальнейшем продолжении диалога в многостороннем формате. Иностранцам, желающим получить российское гражданство по госпрограмме переселения соотечественников, теперь надо будет подтверждать владение русским языком. Как следует из внесенных указом президента Российской Федерации Владимира Путина изменения в госпрограмму, требование о знании русского вступит в силу с 1 января 2024 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 30 марта. Владение русским языком должно быть на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды, говорится в документе. Проходить собеседование или предоставлять документы об образовании не придется гражданам России, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины. В этих странах русский язык либо имеет статус государственного, либо официального, либо является языком межнационального общения. При этом стоит отметить, что в Таджикистане русский язык является языком межнационального общения, а в Кыргызстане он наделен статусом официального. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием Национальному собранию, предложил формат немедленного перемирия в Украине. По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники, передает издание «Белта». Попробую рискнуть остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии, и объединенный уран, и обогащенный уран, сказал президент Беларуси. Президент убежден, что переговоры надо начинать именно сейчас, а не позже. Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация.
Александр Лукашенко утверждает, что народу Украины нужен мир, но это желание никого не интересует на Западе. По его мнению, переговоры по мирному урегулированию ситуации в Украине должны вести без каких-либо предварительных условий. Также Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который подписал указ о запрете на ведение мирных переговоров с Владимиром Путиным. Он считает такое решение украинского президента смешным. Ну что за чудеса? Президент суверенной страны подписывает указ, который касается именно его и запрещает себе вести переговоры о мире. Это просто смешно, говорю вам как президент, добавил президент Белоруссии.